Прокатимся-ка по Казани, по центру Казанской губернии. На дворе год 1920, зима. Казань к этому времени уже имеет статус образовательного и культурного центра Поволжья. Казань становится и центром революции. В 1918 году в ходе гражданской войны за город велись ожесточенные бои. В 1920 году в Казани проживали более 146 тысяч человек. 25 сентября. На учредительный съезд Советов Татарской Республики со всех концов страны съехались гости. Посланцы рабочих Москвы, Петрограда, Баку, Украины. 25 сентября 1920-го. Учредительный съезд Советов ТАССР. Казань официально объявляют столицей новой республики. Заметим, что были предложения ряда представителей татарской интеллигенции сделать столицей другой город, на том основании, что русских в Казани больше, чем татар. Но предложения эти поддержаны не были. О какой же другой столице шла тогда речь? Действительно, по данным переписи, в 1920 году в Казани проживали представители 50 национальностей. 74% из них русские и около 20% татары. Посмотрим на эти цифры, и вот что мы увидим. По официальным данным, наибольшее количество татар в те годы проживали в таких районах, как Мензелинский, около 80%, далее Мамадышский, Арский и Бугульминский районы. Но ни один из них на самом деле и не претендовал на столь высокое звание столицы ТАССР. Так все-таки, какой же город мог соперничать с Казанью за этот статус? И если не в 1920-м, то в 2017-м этот статус даже получил. Правда, по ошибке. Уфа стала столицей Татарстана с подачи автора детской энциклопедии об истории России. Уфу тогда перенесли в Татарстан, про башкир написали в главе «Самые малые народы». В издательстве ошибку признали, но исправлять ее посоветовали самим. А ведь именно в 1920 году Уфа могла стать столицей ТАССР. Но немного предыстории. Год 1920, Уфа – это центр Уфимской губернии, а вот столицей Башкирской АССР становится город Стерлитамак. Так уж получилось, что в состав молодой Башкирской республики не вошел ни один из крупных городов, таких как Уфа, Оренбург, что стал столицей Казахстана, или Златоуст. Тем самым республика была отрезана от железнодорожных и водных сообщений и фактически была экономически несостоятельной, а значит и не самостоятельной. В итоге было принято решение присоединить республику к Уфимской губернии, как вагон к паровозу. Так, в 1922 году Уфимская губерния стала частью Башкирской республики, а Уфа стала столицей Башкирии. Так почему же Уфа могла стать столицей ТАССР? Посмотрим на цифры. Население Уфы в 1920 году составляло свыше 92 тысяч граждан. При этом почти 75% русских, на втором месте по численности татары – 11%. Количество башкир было немногочисленным – 1,3%. О том, что вопрос с определением столиц был достаточно сложен, говорят и историки, и история. В проекте Центрального бюро коммунистических организаций народа Востока в начале 1920 года будущей столицы ТАССР также не указывалось. Но отмечалось, что в состав республики должны были войти большая часть Казанской, а также Уфимской губернии. Кстати, половину площади и нынешнего Татарстана составляет Казанская губерния, а около четверти его площади – это бывший Мензелинский уезд Уфимской губернии. Если посмотреть на само постановление о создании ТАССР от 27 мая 1920 года, нужно обратить внимание вот на этот пункт. Вопрос о принадлежности Бирского и Белебеевского уездов Уфимской губернии будет решен на основании волеизъявления трудящегося населения. Первый вариант этой республики – это без Уфы и без Казани. Проект опубликован. Но здесь вот, поскольку у татар до сих пор такого единства не было, здесь оно появилось. Они все выступили против того. Как же так? Как же так? Без Казани? Татарстан, Татарская республика без Казани? Этого быть не может. И протест был предъявлен сразу же, моментально, и он был принят. И тогда вот появляется последний вариант Татарской республики. В результате плебисцита две нынешние входящие в Башкирскую республику уезда должны были войти в Татарстан. Это Бирский и Белебейский уезды. Но Уфа протестовала, уфимские коммунисты были против. И, в общем, это дело тоже закрыли.
Что представляли из себя эти уезды и чем они были так привлекательны? В них проживали более 700 тысяч человек, в основном татары. Бирский был самым крупным по численности во всей Уфимской губернии, а Белебеевский по количеству жителей был сравним с Уфимским уездом. Возможное присоединение к ТССР двух уездов отражены и на карте ТССР 1920 года. Специальное обозначение – границы, которые могут измениться после опроса населения. Однако выяснение волеизъявления трудящихся так и не было проведено. Уезды так и не были включены в состав ТССР. В ином же случае Уфа могла стать или столицей, или городом Татарстана. Но из трех проектов автономии – штат Идель-Урал, Татаро-Башкирская республика и ТССР – был реализован последний, а вопрос о провозглашении именно Казани столицей Татарстана был окончательно решен Владимиром Лениным. И в результате в 1919 году возникла Башкирская республика со столицей в городе Стерлитамак. А потом в 20 году Татарская республика со столицей в Казани, хотя в начале, по идее, столицей должны были сделать Уфу, поскольку там было очень много татарского населения. Более того, значит, когда Саид Галеев, который потом стал премьер-министром Татарстана, поехал к Ленину утверждать свой проект, приехал к Ленину, он сказал, что мы хотим видеть столицей Казань. Ну и тут и другие были, которые хотели видеть столицей Казань. Ленин сказал, я помню, я был студентом, в Казани было очень много русских и очень мало татар. На что Саид Галеев резонно ответил, будет столицей, будет много татар. Казань сегодня является одной из самых многонациональных территорий России. Здесь проживают представители свыше 115 национальностей. По данным Госкомстата республики, двумя крупнейшими национальностями в Казани по результатам переписи 2010 года являются русские 48,6% и татары 47,6%. Вот такая общая история и не менее общие черты у двух соседних столиц сегодня. Взять хотя бы народные символы. Реки Казанка и Уфа, Чак-Чак и Бурсак – это лакомство, визитная карточка как Татарстана, так и Башкортостана. Зеленое дерби, хоккейные клубы Акбарс, Салават Юлаев, мечети Кул-Шариф и Ар-Рахим, ее строительство еще идет в Уфе, и многое-многое другое. А вот та самая граница на карте, что так и осталась неизменной, возможно, скоро изменится. Там планируют установить памятник той самой теории 6 рукопожатий из новогодней комедии Бекмамбетовой «Елки», что в очередной раз связала две столетние республики мостом времени. Светлана Спирина, Роман Безменов, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.